Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Айкен Муратбекова. Президент Садыр Джапаров сегодня принял верительные грамоты от нового посла КНР Лю Цзяньпин. Глава государства поздравил ее с началом дипломатической миссии и отметил высокий уровень стратегического партнерства между странами. Он подчеркнул значимость сотрудничества в политике, экономике, науке и культуре, выразив благодарность Китаю за поддержку инфраструктурных и социальных проектов, таких как открытие пункта пропуска Бейде и строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Лю Цзяньпин выразила готовность к укреплению отношений и акцентировала внимание на важности совместных транспортных и инвестиционных проектов. Она отметила интерес китайских предпринимателей к развитию бизнеса в Кыргызстане и высоко оценила благоприятный инвестиционный климат страны. В завершение посол выразила уверенность в успешной реализации стратегических инициатив и укреплении двустороннего сотрудничества. Президент Кыргызстана подписал поправки к закону о религии, направленные на упорядочение религиозной деятельности. Эксперты отметили важность шагов для защиты традиционных религиозных ценностей и безопасности государства. Закон регулирует процесс проповедей, требует, чтобы их проводили только образованные лица, а религиозные материалы распространялись в соответствии с установленными нормами. Также ограничиваются поквартальные обходы для проповедей, чтобы избежать влияния экстремистских течений. Важно, что теперь проповедникам регистрироваться в муфтияте, а проповеди можно проводить только в религиозных учреждениях. Первый зампредседателя Кабмина Данияр Амингельдиев встретился с координатором системы ООН в Кыргызстане Анте Граве. Стороны обсудили реализацию договоренностей, участие страны в 29-й конференции ООН и подготовки к следующей в Бразилии. Амангельдиев подтвердил стремление Кыргызстана войти в тридцатку лучших стран по ЦОР к 2030 году, акцентировав внимание на развитии горных регионов, зеленых проектах и сокращении эмиссий парниковых газов. Анте Граве подчеркнула важность сотрудничества и готовность поддерживать проекты устойчивого развития и защиты природы. На основании закона Кыргызской Республики о регулировании земельно-правовых отношений и постановления Кабинета министров Кыргызской Республики номер 291 от 31 мая 2022 года об утверждении положения о порядке проведения земельной амнистии были проведены мероприятия, в рамках которых сегодня 65 жителям села Мраморное Аламудунского района были вручены государственные акты. Радость и счастье сельчан, получивших красные книги, разделила наш корреспондент. Это жители села Мраморное Аламудунского района. Жители этого района 30 лет не могли получить красную книгу на свои земельные участки, а некоторые по 10-15 лет. Ранее президент Садыр Джапаров подписал закон Кыргызской Республики о регулировании земельно-правовых отношений. Закон был принят Джорку Кенешем 17 марта 2022 года. В рамках мероприятия 65 жителям села Мраморное вручены государственные акты и красные книги. Жители села Мраморное Аламудунского района сталкивались с большими трудностями из-за отсутствия документов на землю и жилье. Теперь эта ситуация не повторится. Местные власти пригласили их, чтобы вручить красные книги для их земель. Радости людей не было предела. 22 январь күні қызыл кітапты алып отырамыз. Садыр Жапаровқа рахмат. Негізі Қамшыбек Ташиевке, архитектураға, кадастр бөліміне, өзіңіздің айлық өкіметке, райондық администрацияның басшысына контролды қылып тұрған. Эми бургун жашыл китеп менен жашап келгенбиз. Учетко да тура алган эмеспиз. Азыр болсо ошо кызыл китеп мына ишеничти алып атабыз. Эми учетко турабыз айлык өкмөткө. Эми биякта мени почти жашаганыма 10 жылдай болуп калды. 2014-жылы алгам. Анан буюрса жакшы, ошондон бери эле документ качанабызды жүргөнбүз. Кудай буйруп, президентибиз 2022-жылы указ чыгарды. Ушундай мыйзамдаштырылат деп. Бирок бир ишенген эмес, бирок жакшы. Мына Кудай буйруп, мынтип кызыл китептүү болуп атабыз. 25-жылы биз үчүн жакшы жыл болду.
Цель принятого закона – определить правовые основы, условия и порядок предоставления амнистии на земельные участки. Закон регулирует процесс земельной амнистии, подтверждая право собственности государства на объекты, которые подлежат передаче гражданам. Жалпы Аламын район боюнча президентimiz урматтуу Садыр. По Аламдунскому району после выхода соответствующих указов уважаемого президента Садыра Нуркожоевича и постановлений номер 291 в комиссию района поступило более 14 тысяч заявлений. На сегодняшний день районная администрация обработала 10 500 заявлений, из которых около 9 тысяч были одобрены. В итоге 7700 граждан уже получили свои красные книги. Кроме того, около 3000 заявлений передано в ведение города Бишкек для дальнейшего рассмотрения. Административно-территориальных реформаның алкагында. Сегодня красные книги получили 65 семей, что вызвало радость у местных жителей. На сегодняшний день в Аламудонском районе подано около 14 тысяч заявлений, из которых 10,5 тысяч прошли процедуру оповещения населения. Около 9 тысяч заявлений уже одобрены, более 7 тысяч граждан получили красные книги. Ожидается, что оставшиеся 500 заявлений будут рассмотрены в ближайшее время, и выдача красных книг продолжится в феврале. Сымбат Алмазова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. По результатам расследования установлено, что в 1995 году здание было незаконно приватизировано должностным лицом, хотя оно предназначалось для социального использования. Это здание, расположенное рядом с детским садом, ранее служило кухней и прачечной. После осознания незаконности владения имуществом владелец согласился вернуть здание и участок в пользу государства. Здание теперь передано на баланс мэрии для использования по назначению. Следствие продолжается. Сотрудники милиции Чуйской области задержали ранее судимого гражданина, подозреваемого в совершении более 20 краж денежных средств из банкоматов и терминалов по всей республике. 5 января в ОВД Токмака поступило заявление о краже 1 миллиона сомов из терминала банка. Впоследствии с аналогичным заявлениями обратились еще 7 человек. Подозреваемый действовал в Чуйской, Таласской областях и Бишкеке, используя монтировку для взлома купюроприемников. После серии краж он направился на юг страны, где с сообщниками планировал разбойные нападения на пункты обмена валют. Сотрудники милиции установили его местонахождение в Кызылкие, где он был задержан. По фактам кражи и приготовления к разбойным нападениям возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается. Обеспечение безопасности детей на дорогах остается одной из самых приоритетных задач в Кыргызстане. По инициативе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения совместно с Министерством образования проводятся масштабные мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма. О том, какие меры уже предприняты и что планируется в будущем, расскажет в нашем сюжете наш корреспондент. В Кыргызстане безопасность детей на дорогах остается важным вопросом. По инициативе ГОБДД совместно с Министерством образования предпринимают активные меры для снижения уровня дорожно-транспортного травматизма. По данным статистики, в 2024 году количество ДТП с участием несовершеннолетних снизилось на 3,66% по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день зарегистрировано 1792 ДТП с участием детей. Несмотря на то, что число погибших уменьшилось, работы по профилактике детского травматизма продолжаются. Например, сотрудники ГОБДД провели 47 тысяч открытых уроков и лекций в школах страны. Особое внимание уделяется практическим занятиям. Школьникам раздают 33 тысячи светоотражающих элементов, которые помогают сделать детей более заметными на дороге. Закреплен план мероприятий, который двухмесячным сроком
В этом плане мы по всей республике, по районам встречались с населением, объясняли дорожно-транспортные происшествия, когда проходит это в ночное время, по неделям, когда проходит, и сколько человек вообще получает увечья, травмы, сколько человек становится инвалидами, сколько человек погибает. Вот семьи, которые не сталкиваются с дорожно-транспортным происшествием, они не понимают, да, что такое потеря людей или там травма. А чтобы это все увидели, мы наглядно данное мероприятие показываем на презентациях, видеороликах и так далее. Вопрос безопасности детей на дорогах – это не только ответственность государства, но и родителей, учителей и всех участников дорожного движения. Только совместными усилиями можно добиться снижения травматизма и создания комфортных условий для подрастающего поколения. В этой связи на местах совместно с Министерством образования и УГОБДД проводят различные мероприятия. В каждой школе в начале учебного года проводились классные часы. На этих классных часах разрабатывались безопасные маршруты, по которым дети должны проходить путь от дома до школы или до дошкольного образовательного учреждения. Эти мероприятия проводились в каждой школе. Безусловно, в начале каждого семестра, а также перед каникулами детям напоминали, как вести себя в общественных местах и на дороге во время каникул. В зависимости от тематики классных часов были предусмотрены отдельные занятия по правилам дорожного движения для младших классов. В ходе встречи были рассмотрены итоги за 2024 год, а также даны совместные протокольные поручения по разработке нового плана мероприятий на предстоящий период. Безопасность детей на дорогах – это приоритет, требующий не только государственных усилий, но и участия каждого гражданина. Только совместными действиями можно добиться снижения травматизма и создания комфортных и безопасных условий для подрастающего поколения. Айкен Муратбекова, Айслу Мирзакова, Джумабай Османалиев, УТРК Чуй. На 60-м километре дороги Сусамыр-Талас-Тарас сегодня с 11 временно закрыто движение для всех видов грузового автотранспорта. Об этом сообщили в МЧС Кыргызской Республики. По данным ведомства, данное решение принято в связи с выпадением снега на перевале Өтмөк и скользкостью дороги, чтобы предотвратить аварии, избежать несчастных случаев и дорожных заторов. Отмечается, что для предотвращения заторов и мониторинга ситуации оперативная группа МЧС Таласской области выехала на перевал Өтмөк. Дополнительная информация будет предоставлена позже, добавили в ведомстве. 22 января в муниципальное предприятие Тазалык приняли 20 снегоуборочных машин. Новые поступившие спецтехники очень удобные в использовании в любое время года, так как съемный отвал для машины во время снегопада помогает расчищать дороги от снега, а в теплое время года можно использовать для промывки дорог. Эти машины уже сегодня приступили к расчищению дорог от снега, также для посыпки. К территории города Бишкек присоединились несколько районов Чуйской области, что увеличивает площадь, подлежащую обслуживанию. В связи с этим автопарк муниципального предприятия Тазалык был обновлен на 20 единиц техники, что необходимо для обеспечения уборки в зимний период. 10 единиц уже поступили, а сегодня поступили 10 комбинированных дорожных машин. Эти машины выполняют работу по сгребанию снега и посыпке дорог солью. С расширением территории города Бишкек увеличивается и количество специальной техники. На нашей базе изначально находилось 25 комбинированных дорожных машин. В этом году автопарк пополнился 20 новыми единицами техники, что увеличило общее количество до 45 машин. Ранее уборка дорог в городе осуществлялась согласно так называемой технологической карте. Сейчас в рамках программы АТР мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ техники к наиболее опасным участкам на центральных улицах, особенно по маршрутам общественного транспорта. Мэр города Айбек Джунушалиев поручил коммунальному предприятию Тазалык мобилизовать все резервы для обеспечения безопасности на улицах столицы и провести проверки в рамках подготовки к усилению снегопадов. Он также поручил акимам районов проводить регулярные инспекции. Тазылык айтымнан техникам бар, элибиз бар, келип иштейбиз деп атат. Эми силерде. Эми силер уюштургула ошону туура уюштуруп, туура жолго салып, элдин кайсы жерден көбүрөөк жүрөт, кайсы жерден азыраак жүрөт, силер билесиңер.
макулбу? Силерге эң негизги талап болгон мынакей жолдош, шарт түзүп бергиле деп. Жылдан жылга шартты жаңыртабыз, оңдойбуз, түздөйбүз. Бирок эң негизи силерге шарт түзүш керек, иштеп аткан кишилер. Согласно прогнозам синоптиков, снегопады в ближайшие 2 дня усилятся. В связи с этим было распределено специальное оборудование для каждого территориального управления города. Даны указания по срочной очистке дорог и тротуаров от снега и посыпки их солью. Мы располагаем необходимой техникой, а сотрудники готовы выполнять свои задачи. Как вы знаете, в разных районах города разное количество задействованных людей и техники, что зависит от нагрузки. Главное требование, которое мы ставим перед собой – создание комфортных условий для работы сотрудников. Сегодня утром в город поступили новые комбинированные дорожные машины, которые уже были задействованы для обработки дорог солью во время снегопада, предотвращая образование гололеда. Эти машины ускоряют процесс работы благодаря автоматической разгрузке и подъему материалов. В соответствии с ростом территории и открытием новых технологических карт планируется предоставление дополнительных водителей, грузчиков и бригадиров. В рамках подготовки к снегопадам муниципальное предприятие «Тазалык» подготовило 94 единицы специальной техники. В их числе 43 снегоуборочные машины МАЗ, 10 комбинированных дорожных машин, 24 трактора «Беларусь» с щетками и лопатами, 4 универсальные коммунальные машины и другие погрузчики. Также для уборки снега задействовано 750 сотрудников компании. Сымбат Алмазова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чуй. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за 2024 год по республике составила 7961 сомов, говорится в материале Нацстаткома. Прожиточный минимум для населения трудоспособного возраста составил 8906 сомов в месяц, а для населения пенсионного возраста 7063 сома, а для детей 6768 сомов. Самый высокий прожиточный минимум отмечен в Жалабатской области, а самый низкий зафиксирован в Иссык-Кульской области. На этом у меня все. Эти и другие новости вы можете посмотреть в наших социальных сетях Facebook, Instagram, УТРК Чуй. А я прощаюсь с вами. До новых встреч.